Добрый день, это Якутия-24. Предлагаем сейчас вашему вниманию прямую трансляцию брифинга оперативного штаба республики по эпидемиологической ситуации в республике за последние сутки. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Об эпидситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в республике остается напряженной. За последние сутки выявлен 221 новый случай коронавирусной инфекции. Данные даны на основании данных, определенных Роспотребнадзором по Республике Саха-Якутия. При этом половина из этих случаев, 124 случая, приходится на столицу нашей республики, город Якутск. Большое количество случаев сегодня зарегистрировано в группе районов, таких как Мирнинский район и Вилюйский район, Алданский, Намский и Оленёкский. Необходимо обратить внимание на то, что данные группы районов также находятся на особом внимании для того, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать возникающие проблемы, которые привели к тому, что возникло такое большое количество случаев. От 1 до 6 случаев зарегистрировано еще в 21 районе республики. Соответствующую работу проводят как Управление Роспотребнадзора, так и учреждения здравоохранения на местах. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода на территории республики. И было проведено 6284 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего вообще в республике за весь период нашими лабораториями, количество которых увеличивается, сделано 731 тест. Необходимо обратить внимание, что с этой недели есть 2 новых новшества, которые определены постановлением Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия. Они связаны прежде всего с тем, что в соответствии с этим постановлением у контактных лиц не будет отбираться анализ на новую коронавирусную инфекцию, а им без анализа предписано нахождение на 14-дневной самоизоляции, если они являлись таким контактным лицом. Забор анализов будет осуществляться лишь только при соответствующих клинических проявлениях. У нас с вами с этой недели начался учебный сезон, поэтому для органов местного самоуправления, для органов государственной власти, как учредителей образовательных учреждений, главным является создание безопасных условий обучения наших детей. Для этого, соответственно, школы и детские сады оборудованы соответствующими рециркуляторами, осуществляется термометрия. Кроме того, необходимо обратить внимание, что учредители муниципального образования, так же как и руководители образовательных учреждений, не вправе допускать до работы лиц, которые являются старше 65 лет, в очном порядке имеющих хронические заболевания. По-прежнему, к сожалению, наиболее подвержены этому заболеванию являются лица старшего возраста, поэтому я еще раз обращаю ваше внимание на необходимость поддержки и особо бережного отношения к лицам старшего поколения. Это был традиционный брифинг оперативного штаба республики по текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в Якутии. Начинаем выпуск новостей. Госкорпорация «Фонд ЖКХ» и Якутия сотрудничают. Будет подписано соглашение о финансовой поддержке в переселении граждан из аварийного жилья. Якутск может принять тотальный диктант. Продолжается голосование на выбор столицы известной масштабной акции. Праздник к нам приходит. Зажжение главной новогодней елки в Якутске состоится 1 декабря в онлайн-формате. Якутия и Фонд содействия реформированию ЖКХ страны намерены подписать дополнительное соглашение о финансовой поддержке в переселении граждан из аварийного жилья. Председатель НАП-совета фонда Сергей Степашин и глава госкорпорации Константин Цицин прибыли сегодня с рабочим визитом в Якутск. Документ будет подписан по окончании совещания с главой республики Айсеном Николаевым, членами правительства республики и руководителями администрации районов, посвященном программе переселения из аварийного жилья. Кроме того, делегация посетит открытие энергоэффективного многоквартирного дома номер 33/2 по улице Северной в Жатае.
Отмечается, что 68 квартир в этом доме выделены на переселение граждан из аварийного жилья. Кроме того, глава республики и руководители госкорпорации ознакомятся с ходом работ по проекту модернизации водоотведения в Жатае. Тем временем в поселке Алмазный Мирнинского района многодетные семьи бедствуют, проживая в неприемлемых жилищных условиях. В ситуации разбиралась наш корреспондент в Алмазном крае Марфирина Алексеева. Семья Рубан приобрела эту квартиру в 2012 году за средства материнского капитала. В 2017 у семьи начались серьезные проблемы. Дом осел и покосился, фундамент сгнил, детская комната утопала в воде. Образовались различные грибки, повсюду разрослась черная плесень. Ежегодно с апреля по октябрь вода в этом доме откачивалась насосами. День, два, три насос просто стоит, работает, и вода ни на сантиметр, то есть не уменьшалась. Хотя насос у нас был 1000 литров в час. Третья реанимация полугодовалой дочери вынудила родителей бросить жилье и съехать на съемную квартиру. И вот она начала у меня задыхаться, то есть мы поехали в Новосибирск, мы были на обследовании. Именно нам здесь ставили в больнице конкретно бронхиальную астму. Нам сказали, еще будет 1-2 таких приступа, и нам ее поставят, уже все, это будет уже ее постоянный диагноз ребенка. То есть любая болячка, что-то, либо она сразу начинала гнить и разрасталась практически на все тело. Ну, сейчас вот мы съехали с этого жилья, слава богу, еще ни разу не были в больнице. Зинаида Князева, мать-одиночка, воспитывает 3 детей. Ее семья оказалась в подобной ситуации. Деформация постройки, холодные полы, а кухня вовсе отделилась от дома, создавая сквозную щель. Видно небо, все прекрасно, дождь, снег. Боюсь, что уйду на работу и рухнет кухня. Как бы детей не придавило. Наша администрация, районная администрация в Ултумен направили, на главу республики, на главу района. Везде обращения написаны. Дома предназначались для временного проживания, а эксплуатируются уже на протяжении более 60 лет. В поселке 138 жилых домов, из которых 68 признаны аварийными. В федеральную программу переселения включено всего 13 домов. Остальные 55 признаны аварийными в 2017 году, что означает, что в ближайшие 5 лет около 450 жителей поселка, а это почти половина населения, будут проживать в неприемлемых условиях. Говорить о том, что они не вошли в программу, я не могу, потому что реализуются первые 13 домов до 31 декабря 2025 года. Далее будем работать по этим домам. Пакеты документов все находятся в республике, все в курсе, что у нас такая ситуация. И здесь орган местного самоуправления бессилен, мы можем только оказывать поддержку данным семьям, как малоимущим, малообеспеченным, многодетным. А вот по расселению, здесь, конечно, вопрос. 13 сентября семьи обращались к районному совету. Было принято решение посетить аварийные дома. Со слов районных властей подготавливается обращение к властям республики с просьбой включить дома в первый этап переселения. О том, как планируют пережить зиму многодетные семьи и будут ли предприняты меры, мы расскажем в следующих выпусках. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирнинский район. К другим новостям. С 1 января будущего года в республике должны быть определены виды разрешенной охоты и параметры ведения охоты в соответствующих охотничьих угодьях. Замминистра экологии Николай Дадохов отметил, что новыми правилами разрешена охота петлями на зайца, беляка, боровую дичь и на волка в целях регулирования его численности. В этой связи в проект нормативно-правового акта предусмотрены виды петель и районы республики, где может применяться охота петлями. Также предлагается ограничение на применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для добычи охотничьих животных в темное время суток, копытных животных, медведей, пушных животных. Кроме этого, предлагаются изменения по срокам охоты на лося, дикого северного оленя, бурого медведя, волка, андатру, пернатую дичь, селезней, уток с использованием живых подсадных уток, турпанов. Глава Якутии Айсен Николаев призвал поддержать Якутск на звание столицы тотального диктанта 2021. Об этом глава региона написал на своей странице в Инстаграме. Калининград, Берлин, Томск, Стамбул, Ярославль, Рязань и еще много городов претендуют на звание столицы тотального диктанта. И наш Якутск – город, читающий, грамотный, достойный стать столицей любого интересного проекта, написал Айсен Николаев и призвал якутян голосовать. Это можно сделать на сайте totaldict.ru.
Yakutsk.ru любой желающий может проголосовать 1 раз в сутки. Сегодня в Великом Устюге главный волшебник страны Дед Мороз будет отмечать свой день рождения. Дата праздника в честь знаменитого зимнего волшебника выбрана не случайно. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге, на родине Деда Мороза, наступает настоящая зима. Сколько Деду Морозу лет неизвестно, но точно больше 2000 лет. Каждый год в ноябре в Великом Устюге проходят праздничные гуляния, туда приезжают сказочные коллеги Деда Мороза, Санта-Клаус из Европы, Микулаш из Чехии, Покайный из Карелии, Сагану-Бугун из Бурятии, Кыш-Бабай из Татарстана. В этом году якутский Чесхан поздравил Деда Мороза через видеообращение. А лично поздравить главного волшебника страны поехала делегация Якутии. Это воспитанники благотворительного фонда «Харасхал». В рамках проекта «Новогодняя сказка» в этом году приехали 7 семей, 7 родителей и 7 детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы поздравить нашего доброго, волшебного и сказочного Деда Мороза с днем рождения. Дети наши подготовили подарки, поделки, чтобы поздравить лично и вручить нашему Дедушке Морозу. А также родители подготовили якутский Харасхал часы, сделанные с любовью. Ну а в рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» по традиции будут организованы тематические предновогодние мероприятия. В этом году они пройдут на различных онлайн-платформах, в социальных сетях, в телевизионном формате. Об этом сообщает пресс-центр Минкультуры Якутии. Ну а главным событием фестиваля якутяне давно выбрали зажжение первой новогодней елки в России, которая по традиции зажигается на главной площади Якутска 1 декабря. Но все пройдет в онлайн-формате по понятным причинам. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на канале Якутия 24, будьте в курсе, берегите здоровье, носите маски.